музей в селе Иб, музей в селе Выльгард, музей в поселке Нювчим, а все вместе музеи Сыктывдина. Сыктывдинский район был образован 15 июля 1929 года в составе Северного края. Административный центр Сыктывдина – село Выльгард. Тут находится музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой. В народе просто «Сердце Сыктывдина». Музей находится в здании 1913 года постройки. Его автором является первый профессиональный коми-архитектор Александр Викентьевич Холопов. Здание выполнено в национальном романтическом стиле, в народе в петушином стиле, из-за того, что его завитушки и резные узоры очень напоминают образ петуха. Изначально здание строилось для Выльгардского двухклассного земского училища. С 1999 года тут открыт Музей истории и культуры Сыктывдинского района. Знакомить вас начну музеем с малого и большого выставочных залов. В них часто проходят выставки, посвященные различным темам. И это еще не все, ведь, как говорится, пируют все. Тут организуют встречи с интересными людьми и проводят небольшие концерты с приглашенными музыкантами. И бывает, тут играют на разных музыкальных инструментах. Например, щигудок. Смычковый и щипковый музыкальный инструмент комизырян. При таком необычном свете я расскажу вам о тоже необычном инструменте. И, может быть, даже уникальном инструменте, который был изготовлен в 1942 году мастером Михаилом Апариным, которому было 75 лет. Посмотрите, он изготовлен из консервных банок. И до сих пор великолепно играет. Гуляя по коридорам музея, можно забрести в мир старинных предметов быта комизырян. Одними из самых интересных экспонатов является ступа желаний. Старыми надписями. Что означают эти пасы, остается только догадываться. Существует интересное поверье. Если прошептать внутрь ступы свое желание, оно обязательно исполнится. Проверим. Хочу, чтобы наш комик-край продолжал развиваться. А сейчас мы с вами, дорогие зрители, находимся в сердце музея. Комната семейных тайн и легенд. В интерьере комнаты старинная мебель и предметы быта, которая принадлежит большой семье Шибалкиных. В этой комнате Владимир Николаевич любит рассказывать занимательные истории посетителям. Отец большого семейства купил сахар на зиму. Ну, не только сахар, продукты, и в том числе сахар. Сахар тогда продавался в головках. Да? И головки эти помещались в мешочек, перевязывались ленточкой. И вот этот сахар он положил на печку, чтобы не отсырел. А дети любят сладкое, решили втихаря одну головку сахара съесть. Съели, а потом опомнились, что отец-то их накажет за то, что они съели. И что они сделали? Они сделали такую деревянную болванку, похожую на эту головку, положили в этот мешочек, перевязали ленточкой и положили в самый дальний угол печки. Весна. Отец достает очередную, а возможно последнюю головку сахара. А продолжение истории вы услышите во время посещения музея. Не буду раскрывать секрет истории Владимира Николаевича. А мне вот в комнате нравится шахматный столик. Хожу пешкой. Конь вперед. Юным посетителям музея особенно нравится зал природы. Здесь можно увидеть представителей флоры и фауны Сыктывдинского района. Например, медведь. Перед охотой коми-охотники его задабривали. На ночь около избы оставляли сладкую кашу из ржаной муки. Если котелок на утро оказывался пуст, значит охота будет удачной. А в музее живет свой зверек. Посмотрите внимательно на эту картину. Даю 10 секунд найти зверька. Вот он. Пасик. Пасик.
Пасик. Кот. Пас Налимов. Известный блогер Республики Коми. Его печатают во всех газетах. Кота подарили на 20-летний юбилей Музея истории и культуры Сыктывдинского района. Пас, наверное, в подтверждение своего имени, что означает с коми языка символ, чуть меньше чем за год стал символом музея и по карьерной лестнице добрался до генерального директора. Пас Музеевич Налимов, как его величают в особо торжественных случаях, не просто первый в республике музейный кот. Он стал неотъемлемой частью не только жизни музея, но и брендом Сыктывдинского района. Основатель музея Эмилия Алексеевна Налимова, заслуженный работник науки и культуры Коми АССР. Многое успела сделать Эмилия Алексеевна на посту заведующей отделом культуры администрации района. При ней были открыты новые дома культуры в селах Зеленец, Часово, Школа искусств в селе Зеленец, музей-усадьба Прометея Ионовича Чисталева в поселке Нювчим. Дом построен дедом Прометея Ионовича, Александром Васильевичем Анисимовым, один из известных управляющих Нювчимским чугунолитейным заводом. В доме имеется гнутая венская мебель гамсовской фирмы. Нювчим по республике славился мастерами, которые делали мебель на дому. Вот, например, в доме стоит шкаф, тоже изготовленный нювчимским мастером Алексеем Ивановичем Силиным, а внутри вещи от Нювчимской швейной мастерской из вязального цеха. Одним из удивительных экспонатов дома-музея имени Прометея Чисталева являются зеркала. Зеркала изготовлены на Нювчимском чугунолитейном заводе. В то время был специальный зеркальный цех. А у меня к вам вопрос. Вы бы в своем доме повесили такие зеркала? Я бы да, и любовался бы в них каждый день, как это, наверное, делал Прометей Ионович. Кстати, да, кто не знает, Прометей Ионович Чисталев был композитором, музыковедом, фольклористом Республики Коми. Творческую фантазию композитора всегда питала коми-песенность, и лучшие произведения написаны им в жанре песенной лирики. Общественная деятельность Прометея Ионовича в значительной степени способствовала открытию в республике Союза композиторов. Поэтому в доме представлена небольшая коллекция музыкальных инструментов Прометея Ионовича. Но ведь вы не забыли, что дом находится в поселке Нювчим. Именно тут располагался известный чугунолитейный завод, где были произведены ворота Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. А чугунные фигуры до сих пор украшают стены музея в Сыктывдина. И мы плавно перемещаемся в третий населенный пункт, в село Ыб. В Ыбу в местечке Каргард, в переводе с коми языка город-могила, нашли массовое захоронение обитавших 168 миллионов лет назад ихтиозавров и плезиозавров. Возле Ыбского музея вас встретит динозаврик. А в самом музее есть специальный уголок, посвященный динозаврам. Музей носит имя Александры Александровны Куратовой, основатель музея в селе Ыб. Благодаря Александре Александровне была создана книга памяти села Ыб. Запись в ней ведется с 1970 года. Интересно то, что книг памяти несколько. Каждая книга посвящена отдельной деревне, относящейся к Ыбу. В музее более 1500 экспонатов. Но мне больше всего понравился утюг со Львом Николаевичем Толстым. Когда он отрекся от церкви, по изданию государя была выпущена целая коллекция утюгов, чтобы каждый мог поводить Толстого за нос. Когда вы посетите село Ыб, обязательно загляните в музей. Тут вы можете пропасть на полдня. Экспонатов много. Дорогие друзья, мой фильм подходит к концу. Благодарю за просмотр. Если вы заинтересовались музеями Сыктывдина, вот оставлю ссылку на их сайт. Узнавайте мир по-новому. Антон на Сыктывдин, он такой один